Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Сегодня в программе. Без потерь. Военные и историки об операции по освобождению Кодорского ущелья. Надежный и искренний друг, смелый воин и деятельный руководитель ушел из жизни Астамур Адлиева. Собирают пословицы, легенды и предания. Научная экспедиция ученых Абиги в селах Кудаутского района. 10-й годовщине со дня освобождения верхней части Кодорского ущелья от грузинских оккупационных войск и установления на этой территории абхазской юрисдикции был посвящен круглый стол в Министерстве обороны республики. За круглым столом собрались непосредственные руководители и участники тех событий. Первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Свижба, бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Абхазии в 2008 году Анатолий Зайцев, бывший представитель силовых структур республики в переговорном процессе Гарри Купалова. Военные историки вспоминали о том, как готовилась операция, ее детали и отмечали ее значение. Сарьес Мыр продолжит тему. Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья успешно завершилась 12 августа 2008 года. Несколькими днями ранее, 7 августа, президент Абхазии Сергей Багапш собирает военный совет в Сухуми и утверждает окончательный план освобождения ущелья. Согласно плану, в случае, если Грузия начнет боевые действия в Южной Осетии, абхазская сторона планировала ввести свои войсковые подразделения в верхнюю часть Кодорского ущелья. Это фактически было бы началом войны. На тот момент абхазская армия имела преимущество. Она обладала точными данными по противнику. А самое главное, было известно, как будет действовать грузинская сторона в случае начала военной операции. Специалисты военного дела в один голос утверждают, успех Кодорской операции был в ее тщательной подготовке. Главная задача операции – избежать людских потерь, и этого удалось достичь, отмечали участники круглого стола. В Генштаб как раз начались события, говорят, вот мы надеемся, что военные справитесь с задачей, потери не будут. Я их заверил, что потери не будут, потому что все нами было продумано. Мы военные, мы знали свою работу, и мы с этой работой справились. Но справились благодаря чему? Разработали наставления, руководство, боевые уставы. В соответствии с этими наставлениями, руководствами, уставами проводили мобилизационные тренировки, командно-штабные тренировки, учения, как на направлении восточном, где Владимир Иванович Ануа руководил, так и на Кодорском направлении, особенно с горно-стрелковым батальоном. Самое главное, получали, благодаря нашей связи, своевременную информацию, проводили ложную операцию, когда направили на автомобилях с радиостанциями колонну автомобилей, имитировали разговор, что идет целая колонна. Все послевоенное время правительство Грузии не оставляло надежд вернуть территорию Абхазии и Южной Осетии. Именно такой попыткой стало вероломное нападение на Южную Осетию в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. К этому времени к Кодорскому ущелью Абхазии был подтянут значительный воинский контингент Грузии. Сомнений не оставалось, что при удачном исходе операции по захвату Южной Осетии Грузия планировала напасть и на Абхазию. Именно в этих условиях Генеральный штаб Абхазии принимает решение о начале операции по освобождению верхней части Кодорского ущелья. Подразделения вооруженных сил Абхазии перешли в наступление в 6 часов утра 12 августа. До этого в течение 2 дней абхазские военно-воздушные силы и артиллерия наносили ракетно-бомбовые удары по военным объектам в верхней части Кодорского ущелья. Тем временем в приграничных с Грузией районах Абхазии было введено военное положение на 10 дней. В наступлении участвовали подразделения регулярных войск и резервисты вооруженных сил. Большую роль во время операции сыграла разведгруппа, которая все послевоенное время следила за ситуацией в Кодорском ущелье и была практически полностью осведомлена о передвижениях войск противника. Все основные горные тропы и перевалы были взяты под наш контроль. Выстроена система наблюдения. Отряд специального назначения на тот момент мог выделять до 5-7 разведорганов. Ну, чтобы было понятно, для обеспечения безопасности ведения войсковой разведки этого, в принципе, было достаточно. Также шло формирование радиотехнической разведки.
Со всех сторон мы искали сканирующие устройства, своими силами оборудовали посты радиоперехватов, обучали, не имея никакого образования в этом направлении, обучали персонал своих офицеров, прапорщиков, сверхсрочников, быть оператором, принимать, искать сначала и принимать радиочастоты противника. В 2003 и 2004 году вся Грузия уже нами прослушивалась. Начиная от портов, сколько кораблей зашло, сколько вышло, и кончая Министерством обороны. Этот огромный объем информации анализировался в аналитическом отделе управления и готовили соответствующие документы. Уже к 9 часам утра 12 августа штурмовая авиация Абхазии нанесла удар по укрепленному пункту в районе Ажара в верхней части Кадорского ущелья. И буквально через несколько часов абхазские вооруженные силы разбили группировку сил Грузии в опорном пункте Ажара и взяли вражеские подразделения в кольцо. Нами было поднято наши резервные бригады и полк. Полк здесь, как генерал Зайцев сказал, значит, он действовал по верхней зоне. Творчало это направление Кадора, где, значит, она выполнила свою задачу. Две бригады, значит, это 1-я и 2-я мотострелковые бригады, они были ближе к границе, значит, подведены, ждали команду. Наша спецгруппа, значит, и танковый батальон вместе в то время, значит, в Очимчирах дислоцировался ТЦ, отряд специального назначения. Выбили грузинские войска из сел Хурча, Камахури. Ставилось, конечно, разные задачи по обстановке, вплоть до того, что, значит, выйти, значит, создать сводную, значит, мощную команду до батальона и вывести, значит, перекрыть трассу Зугдиты-Хоби, это район Хашури. Что нами было сделано, но, однако, значит, мы не перешли границу, потому что не было уже необходимости. События августа месяца 2008 года имели историческое и геополитическое значение, так как в их результате 26 августа Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Ушел из жизни Астамур Адлиба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Кавалер ордена Леона, общественный деятель. Скромный и простой в общении, надежный и искренний друг, смелый воин и деятельный руководитель. Так говорят о нем все те, кто когда-либо общался с ним. Гражданская панихида и траурный митинг состоится в воскресенье, 12 августа в Сухумском доме учителя. Начало митинга в 14 часов. Астамур Адлиба будет похоронен в родном селе Яштхуа. Ему было всего 58 лет. Мы здесь находимся, в основном все семейные, у всех есть дети. Ну, для все, что делается, вот это все, что сегодня вот мы все чем занимаемся, это все для будущего наших детей, для наших будущих поколений. Все это было ради того, чтобы вот наше поколение было независимое, свободное, жили нормальной, свободной жизнью. Это чуть ли не единственные кадры военной хроники, на которых запечатлен Астамур Адлиба. Очень скромный по натуре человек. Он не особо любил давать интервью, что, впрочем, не помешало ему впоследствии заниматься общественной работой. Астамур Адлиба – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона. Очень ответственный, деятельный и доброжелательный. Так тепло о нем говорят сегодня близкие, друзья и однополчане. Человек с сильным характером и очень простой в общении. С ним легко можно было найти общий язык и сдружиться, говорят они. К сожалению, мы теряем своих друзей, боевых друзей, прекрасных людей, чудесных людей, патриотов, в том числе, конечно же, вот Астамур, как мы его называли прочие, Тамука. Для нас он так остался Тамукой. Прекрасный парень, очень сблизились как люди. Мне бы не хотелось вот героизировать, там, да, вот мы привыкли. Да мы герои все. Те, кто стал на защиту своей родины, мы уже герои. Он, по сути, был прекрасным человеком. То, что он был с оружием в руках, это уже великая характеристика как патриота. Все это в нем было. И самое интересное, что мне было
приятно с ним дружить и воевать, как с надежным человеком, очень порядочным. С самого начала войны Астамур Адлиба воевал на Восточном фронте. Участвовал во всех боевых операциях. Но во время мартовского наступления, когда формировался Сухумский батальон, Астамур Адлиба перешел на Гуместинский фронт и встал рядом со своими друзьями. Он был одним из самых надежных и сильных духом бойцов в Сухумском батальоне, говорят его однополчане сегодня. Астамура Антоновича мы знакомы давно очень, еще из довоенных времен. И на войне мы встретились в Сухумском батальоне. И вот с первых дней формирования Астамур в нашем батальоне. Значит, все, наверное, знают, что в основном в Сухумском батальоне воевала молодежь. Средний возраст был 20-22 года, это был средний. И когда такие уже опытные и ребята, как Астамур, пришли в батальон, мне, например, очень я очень обрадовался, потому что их опыт жизненный и уже имеющий боевой опыт и имеющий жизненный опыт должен был помочь в организации батальона и в его боевом пути. Сразу после войны в 1993 году Владислав Арзенба назначил Астамура Адлиба директором туристической гостиницы «Айтар». Он пришел буквально на пустое место, начал работу с нуля, собрал сплоченный коллектив и отдавал всего себя работе. Так говорит об Астамуре Адлиба один из самых близких его друзей Роман Гвинджия. Сразу после войны, вы помните, в каком состоянии был город, не было ни коммуникации, ничего. И Астамур пришел на этот объект, где мы сегодня стоим, тургостиница «Айтар». И этот объект был в очень разрушенном состоянии, в жутком состоянии. Вы, наверное, знаете, здесь дислоцировалась и грузинская военная полиция, и многие другие их силовые структуры, которые, когда отсюда уходили, просто разбомбили, разграбили все и так и ушли. И практически на пустое место. Но в Астамуре всегда поражала его работоспособность. Он не мог сидеть на одном месте, он практически мог работать 24 часа в сутки. Он смог найти вот здесь людей, которые раньше работали на этом объекте, новых людей, привлек их сюда. Вы помните, тогда работали за полбулки хлеба, но вот ему удалось вот ту сегодня красоту, которую вы видите, это все благодаря прежде всего его личным усилиям. В 2002 году Астамур Адлиба был назначен министром по делам молодежи и спорту, курортам и туризму Абхазии. И на этом поприще он проявил себя очень деятельным руководителем. Астамур Антонович также возглавлял в самые сложные времена. Вы понимаете, когда и граница была закрыта, и потоки туристические были ограничены. В то время продвигать также на туристском рынке очень сложно было. В его времена также и на туристических форумах тогда, как Абхазия не могла принимать, но при этом он находил через туристические компании, оказывал поддержку, выходили на туристические рынки, то есть они продвигали наши туристические услуги, которые были. Но это тоже реформы, понимаете, да, находить. То есть ответственно всегда относился и всегда выполнял свою работу правильно и без всяких нареканий. Назначение Астамура Адлиба на должность главы администрации столицы в 2005 году было неожиданным для него. И тем не менее он активно взялся за работу, делая все, что мог для родного города. Наверное, помните, начались преображения в городе, начались покраски домов, ложили тротуары, инфраструктура наладилась. Он очень деятельный. Он рано утром в 5 часов, он мне часто тоже звонил, Рома, вместе поедем, он смотрел, тогда вот появились у нас первые машины, которые, значит, чистили тротуары, мели, а потом за ними и водой убирали. Это вот при нем первые появились тогда машины. До последних дней жизни Астамур Адлиб оставался директором пансионата «Айтар». Все его сотрудники, все, кто с ним дружил, очень тепло о нем отзываются. У него было очень много планов по благоустройству пансионата и близлежащего пляжа. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться при его жизни. Астамуру Адлиба было всего 58 лет.
В государственных аптеках Абхазии начинают выдавать бесплатные медикаменты. Работа ведется в рамках реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией по сотрудничеству в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Об этом сообщает Апснопресс. Препараты отпускаются пациенту только по рецепту. На сегодняшний день выдача рецептов проходит в Сухуми. В ближайшее время их начнут выписывать все районные больницы страны. Пока в районной идет подготовка к реализации программы, инвалиды, проживающие не в Сухуми для получения необходимых препаратов, могут обращаться в Министерство здравоохранения. После чего в Сухумской поликлинике им выписываются рецепты, и люди могут получить лекарства бесплатно в сети государственных аптек Абхазфармации. По всей республике аптек, готовых выдавать бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения, на сегодняшний день 4. В ближайшее время еще одна аптека откроется в Гагре. В Москве с 10 по 13 октября пройдет 20-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагуля подписал распоряжение о создании рабочей группы по организации участия абхазской делегации в 20-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018». Абхазские предприниматели примут участие в «Золотой осени» в 7-й раз. Доставку продукции абхазских производителей для участия в выставке обеспечит Министерство иностранных дел и Государственный таможенный комитет. В рамках выставки «Золотая осень» также выступят хореографические коллективы Абхазии. Ученые Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия проводят ежегодную комплексную научную экспедицию по сбору лингвистических и фольклорно-этнографических материалов. Ученые и аспиранты института посещают различные села Абхазии. В этом году экспедиции проходят в селах Ачандара и Абгархук Гудаутского района. Ученые встречаются с носителями фольклорной информации, собирают видео и аудиоматериалы. Это пословицы, поговорки, легенды, предания, рассказы. Позже, после расшифровки и обработки, собранные материалы будут опубликованы в фольклорно-этнографических сборниках, выпускаемых при Институте гуманитарных исследований. Экспедиция длится в течение месяца. После завершения экспедиции материалы обрабатываются. И после этого, конечно, мы опубликуем в сборнике «Абхазоведение». Хочу выразить благодарность главе администрации Гудаутского района, его заместителям, главе администрации Абгархук сельсовета Ачандарского. Они обеспечили, организовали, заранее предупредили информаторам, что приедут ученые Абхазского института, что нужны информации фольклорные, этнографические. То, что мы сегодня говорим об Абсуре, слава Богу, сохранилось. Есть люди, которые бережно хранят и которые могут рассказать очень охотно. В Национальной библиотеке имени Ивана Папаскири состоялась презентация книги Хайри Кутарба «Изгнание». Это исторический роман в 3 частях, и изначально он был написан на турецком языке. На абхазский его перевел репатриант, общественный деятель Актай Чкотуа. Роман «Изгнание» о махаджирстве, насильственном изгнании народов Кавказа в Турецкую империю. Это рассказ о жителях абхазского села Акапа, которые, перебравшись на чужбину, вынуждены были вести борьбу за свою жизнь и идентичность. Несмотря на все тяготы жизни, они основали свое село Исмахано, которое существует и по сей день. Писатель и публицист Хайри Кутарба – автор ряда работ, посвященных Кавказу и кавказским народам. Он также работает в жанре перевода. В 1990-е впервые перевел с абхазского на турецкий и издал отдельной книгой в Стамбуле исторический роман Баграта Шинкупа «Последний из ушедших». И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.